Поздравляю всех якутян и гостей столицы Якутии с завершением национального праздника Эсэх. Для меня одним из самых значимых моментов этого священного торжества является обряд духовного очищения. Вот этот комплекс называется Анартык. Здесь разделяются мужчины направо, а женщины налево. Потому что у мужчин, у женщин свой путь. И потом они проходят и вот Тюсюльга, Арчи Тюсюльгата, то есть чтобы принести радость людям, поделиться своим светом, любовью максимально, да. И проходит обряд очищения тон большой урасе белой. Обряд благодарения проводится здесь. Получается, после обряда нужно будет пройти тропинку Алгыс. На каждом из них нужно встать, поднести руки к солнцу и попросить у наших богов: пусть моя жизнь будет духовной и материально богатой. Вы прошли обряд очищения, и теперь вот тут слова благословения, сказанные свыше, да? Вы выберете то, что вам предназначено. А ваше земельное предназначение, да, очень высоки и светлые. Ваше предназначение, ваши пожелания на самом деле очень чисты, оказывается, и это заметили. Но это отмечает то, что вы правильно живете. С благословения Эсэха я продолжаю тему возрождения Арктики. Еще будучи школьником и работая на судне, которое доставляло продовольствие по селам дельте реки Лена, я своими глазами видел и гордился процветающим колхозом «Арктика». В советское время это было. Колхоз миллионер был. Раболепецкий колхоз в Якутии один был. Вот видишь, свежая. Ищи кровь. Чем быстрее до Якутска дойдет эта любовь, у нас деньги будут. Профессия наша, профессия. Студентов у нас много. Вот школьники 14 лет уже рыбачат. Они члены бригады уже. И плавать умеют. Да, кого-то у нас лучше, чем в Дубае. Пески посмотри, какие пески у нас. Мука. Это деньги. Мы насчет этого и живем, зарабатываем.